Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие наши участники проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Республики Коми. Мы очень рады, что вы приняли решение принять участие в проекте. Проект имеет статус федерального проекта, и действительно, когда мы инициировали участие нашей республики в данном проекте, мы, конечно, надеялись, что у нас будет такой полновесный охват всех наших территорий. И в рамках федерального проекта нам был установлен показатель участия всех муниципальных образований в проекте, который мы начинаем в этом году с такой новой качественной идеологией, которая позволит нам сформировать сетевые профессиональные сообщества. И я хочу представить нашу команду, которая будет вместе с вами реализовывать проект в течение этого года. Мария Анатольевна Габова, проректор по образовательной деятельности Коми Республиканского института развития образования. Она будет курировать все вопросы, которые касаются администрирования проекта, вопросы, которые могут у вас возникать по взаимодействию между участниками проекта. Ну и, конечно, Светлана Васильевна Смирнова, руководитель нашего центра по сопровождению программ и проектов в области образования. Светлана Васильевна является непосредственным координатором проекта. Она у нас отвечает за организацию методического сопровождения проекта, за приглашение наших федеральных партнеров. Поэтому мы очень надеемся, что мы с вами выстроим очень такое качественное профессиональное взаимодействие. Прежде чем начать наш семинар, мы бы хотели вас попросить, чтобы в нашем чате вы себя обозначили. Мы видим уже более 50 подключений, но, к сожалению, в этих подключениях мы не видим обозначения вашей образовательной организации. Коллеги, мы предлагаем вам в течение нескольких минут обозначить себя через раздел «Текст сообщения», чтобы мы понимали, что все участники проекта вместе с нами. Коллеги, я очень прошу такую сейчас работу провести. И мы с вами начнем наше погружение в проект. Наш семинар будет состоять из 3 основных модулей. Первоначально я расскажу об организационных составляющих проекта. Мы рассмотрим с вами календарный план проекта. Второй раздел будет посвящен результатам исследования, которое мы проводили в этом году на основе таких очень серьезных концептуальных подходов, предложенных нам организаторами проекта по переводу школ в эффективный режим, а именно нашим партнером Институтом образования Высшей школы экономики. И третий раздел его будет вести Светлана Васильевна. Мы с вами еще раз рассмотрим все кластеры, которые мы смогли сформировать как участников проекта, и расскажу вам, каким образом будет организовано взаимодействие участников проекта. Коллеги, мы ждем вашей информации о вашем присутствии на семинаре, поэтому я очень прошу активизироваться именно в процессе заполнения ваших данных сейчас, коллеги. Нам это очень важно. И в завершении нашего семинара мы бы хотели вам уже представить Турюнбекова Радика Хамитовича, руководителя Республиканской инновационной площадки, а именно руководителя одного из профессиональных сообществ,
средней общеобразовательной школы номер 40 города Воркуты с представлением концепции «Роль школы-лидера в проекте по реализации мероприятий по повышению качества образования». Действительно, в этом году идеология проекта, она изменилась. И сформированные сетевые сообщества, они как раз будут и предлагать новые технологии работы со школами-участниками проекта и со школами-лидерами. Итак, уважаемые коллеги, давайте мы внимание обратим на нормативные основания нашего проекта. В июле 2017 года был произведен отбор субъектов Российской Федерации, которые будут участвовать в федеральном проекте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. Всего принимало участие в отборе более 60 субъектов, и мы вошли в число победителей. Между Министерством образования и науки Российской Федерации, правительством Республики Коми было заключено соглашение, в котором представлены все качественные критерии, на основе которых в нашей республике реализуется данный проект. Нам очень важно, что вы все ознакомлены с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. В первом приказе, а именно в приказе номер 185, представлены все направления деятельности в рамках данного республиканского проекта. Представлен ряд мероприятий и событий данного проекта. А приказ номер 316 уже определил конкретных участников проекта согласно той идеологии, которая была рассмотрена и утверждена на уровне Российской Федерации. То есть, в отличие от прошлого года, а я хочу сказать, что в прошлом году республика уже участвовала в данном проекте, и это был такой период апробации методологических подходов к формированию республиканской модели качества образования. И если в прошлом году в проекте участвовало только 5 муниципальных образований, то в этом году Федерация посчитала, что именно наши успешные практики активизации деятельности наших муниципальных образований, они послужили основанием, чтобы нам повысить показатель. Поэтому в этом году участвуют в проекте все наши муниципальные образования. И именно в приказе номер 316 вы уже видите основную идеологию проекта. У нас появляются образовательные кластеры, о которых мы чуть позже вам расскажем, которые и будут вместе с нами, будем все вместе реализовывать республиканскую программу перехода школ в эффективный режим функционирования. Поэтому самое главное, что мы должны с вами осознать, данный проект, он прежде всего ориентирован на повышение качества образования в школах Республики Коми, а именно мы должны осознать, что все участники проекта должны перейти в режим эффективного функционирования и развития. Поэтому основной результат нашего проекта – это повышение качества образования в школах, которые участвуют в реализации программы, повышение уровня квалификации педагогических, управленческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов и, конечно же, создание единой системы методической помощи школам, которые имеют потенциал перехода в эффективный режим функционирования. В этой связи, конечно же, все задачи проекта, они были утверждены на уровне Российской Федерации.
На слайде вы видите констатацию данных задач, которые стоят прежде всего перед нами, Институтом развития образования, как координатором данного проекта. Ну и, конечно, мы с вами понимаем, что эти задачи мы можем решить только совместно. Каждая задача была соотнесена в дальнейшем с основными направлениями нашей деятельности, в которых вы в дальнейшем и будете принимать участие. Итак, давайте внимание обратим. Первая задача – это совершенствование процедуры идентификации школ. Действительно, мы в этом году подошли очень серьезно к этой процедуре, и мы более подробно остановимся на алгоритме выявления школ, которые готовы перейти в эффективный режим функционирования, которые имеют тот необходимый потенциал, который следует использовать все вместе для того, чтобы повышать качество образования на уровне нашей республики. Вторая задача связана с тем, что в рамках федерального проекта должны быть представлены такие результаты, как должна быть представлена республиканская программа поддержки школ, которые готовы перейти в эффективный режим. И эта республиканская программа была разработана еще в прошлом году. Были разработаны муниципальные программы перехода в эффективный режим функционирования школ. И нам важно, чтобы такие муниципальные программы появились именно в каждом муниципальном образовании. И, конечно же, очень важна разработка и дальнейшая реализация на протяжении уже последующих 3 лет школьных программ перевода школ в эффективный режим. Одна из методологических задач федерального проекта – это создание на уровне республики системы консалтинговой поддержки школ, педагогов, которые готовы работать именно в рамках проекта. Поэтому наша с вами задача действительно создать систему сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения и сформировать сетевое взаимодействие. Поэтому, конечно же, вы увидели в приказе, что были сформированы сетевые образовательные кластеры. Не только они сформированы на уровне муниципалитетов, мы несколько другие признаки начали использовать, об этом мы подробно сегодня расскажем. Еще одна основная задача – это, конечно же, совершенствование государственного общественного управления в школах. Эту задачу вместе будем с вами решать. Будем подключать общественные ассоциации, будем подключать местное сообщество. Поэтому мы должны с вами понимать, что мы работаем в единой образовательной системе с подключением всех возможных партнеров для того, чтобы школа работала эффективно, чтобы она не была закрытым пространством, а мы могли использовать весь потенциал и системы культуры, и системы образования. Для этого нам необходима, конечно же, поддержка нашего местного сообщества. Это тоже одна из задач, о которой мы с вами будем в дальнейшем говорить. На основе данных задач на федеральном уровне были приняты основные направления проекта. Уважаемые коллеги, 10 направлений проекта представлены в приказе Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Каждое направление имеет еще ряд мероприятий и событий, поэтому нам очень важно, чтобы вы осознавали, что вы, являясь участниками реализации мероприятий и событий, в той или иной мере будете в них участвовать. И мы, конечно, более подробно скажем о вашем участии на каждом этапе, вот в 3-м разделе нашего с вами общения. Итак, вы видите, с чего мы должны были начинать. Мы должны были провести анализ данных об образовательных результатах на основе критериев и показателей, которые были утверждены Федерацией. На основе проведенного анализа данных
были выявлены школы-лидеры и школы, которые готовы перейти в эффективный режим функционирования для того, чтобы в дальнейшем демонстрировать лучшие практики не только на уровне республики, но уже и на уровне Российской Федерации. Второе направление проекта – это разработка и реализация программ повышения качества образования. Я уже говорила, что такие программы будем вместе с вами разрабатывать. Именно данные программы должны стать результатом нашей совместной деятельности для того, чтобы они впоследствии реализовывались на протяжении уже последующих 3 лет. Для этого мы должны с вами вместе создать региональные и муниципальные инфраструктурные элементы для оказания информационной методической помощи школам. Поэтому действительно наша заявка, она имела такой измененный концептуальный характер. Мы в своей заявке заявили, что мы готовы разработать концепцию поддержки школ через технологии тьюторства, менторинга, коучинга. И на уровне федерации именно вот эта идеология была поддержана. Поэтому действительно мы подходим к очень важному моменту, что начиная уже со следующей недели, мы будем работать со школами-лидерами, которые и должны выступить именно вот в такой очень важной профессиональной роли, в роли тьютеров, в роли коучей, которые поддерживают систему профессиональной коммуникации со школами-участниками проекта и на основе уже своего опыта, инновационного опыта, демонстрируя свои инструментарии, помогаю школам вместе с нами переходить в эффективный режим функционирования. Очень важно, что мы должны постоянно, конечно, мониторить ситуацию. И в нашем проекте мы уже обозначили, что 2 раза в год будут проходить такие мониторинги на основе исследований, которые уже разработаны. Я думаю, что вам было удобно работать с нашей интерактивной системой исследования, и мы будем продолжать именно отрабатывать вместе с вами мониторинговую систему, на основе которой мы в дальнейшем будем получать какие-то результаты, которые должны будут послужить основанием для принятия каких-то корректирующих действий, либо, может быть, каких-то управленческих действий. Все мониторинги будут направлены на выявление качества преподавания, качества управления и качества школьной среды. Конечно, очень важное направление – это проведение курсов повышения квалификации для руководителей и для педагогических работников. Вот это условие очень важное, и действительно в этом году мы надеемся, что мы будем проводить курсы повышения квалификации на базе школ-лидеров. Также мы понимаем, что курсы повышения квалификации будут иметь модульную форму, и мы приглашаем для проведения курса повышения квалификации наших партнеров из Московского государственного педагогического университета, мы уже получили согласие, экспертов из Российской академии образования, а также представителей Высшей школы экономики. Поэтому нам очень важно, что все мероприятия, которые мы будем в рамках каждого направления реализовывать, они позволят нам создать, организовать деятельность по повышению качества образования в каждой школе участники проекта. И, конечно, нам будет очень важно ваше участие в республиканских методических объединениях. Я думаю, что вы входите в РМО, и нам очень важно, что вы, как участники РМО, либо, может, кто-то из вас является председателем РМО, будет включаться вот именно в совместную деятельность по разработке региональных программ повышения образовательных результатов.
И в завершении нашего проекта в октябре нас ожидает участие в международной научно-практической конференции по демонстрации результатов нашей деятельности в контексте основных задач нашего проекта. В прошлом году мы подключили к научной конференции более 20 регионов Российской Федерации, получили массу положительных профессиональных отзывов и надеюсь, что все наши образовательные кластеры в октябре уже на международной конференции представят свой инструментарий перехода школ в эффективный режим. И, конечно, очень важно, что каждое направление нашей деятельности, нашей совместной деятельности мы должны поддерживать и медийно. Поэтому с вами, с каждым кластером мы разработаем медийный план поддержки вашей деятельности и будем демонстрировать наши промежуточные результаты в средствах массовой информации на портале «Открытое образование Республики Коми». Итак, уважаемые коллеги, теперь мы рассмотрим, каким же образом мы выстроили наше с вами взаимодействие в рамках именно идеологии нашего проекта. Институт развития образования является оператором проекта, и по федеральному заданию мы оказываем консалтинговое сопровождение каждого участника проекта. Мы уже разработали контактные карты каждого участника, поэтому очень надеемся, что с каждым участником проекта мы выйдем в онлайн-режиме именно на процесс такого обсуждения, общения, для того, чтобы в дальнейшем решить какие-то вопросы, связанные с взаимодействием с каждым из вас. Мы надеемся, что такую работу мы начнем уже с конца апреля, поэтому хотим с вами лично познакомиться. Очень надеемся, что вы подготовите там небольшую такую визитную карточку о своей организации, для того, чтобы мы смогли более эффективно, более качественно с точки зрения профессиональных задач осуществлять сопровождение. Далее очень важно, что мы, как участников проекта, заявили межмуниципальные сетевые сообщества. Действительно, вы, наверное, внимание обратили, что мы ушли от территориального принципа. И когда на уровне федерации мы предлагали именно такой вариант работы по нашему проекту, нас действительно очень похвалили и сказали, что необходимо уходить от признака территории, надо выходить именно на признаки, связанные с деятельностью школ, с учетом только территориальных признаков. Вот об этом подробно Мария Анатольевна вам расскажет, об этом признаке, почему у нас появились такие межмуниципальные сетевые сообщества. И, конечно, мы видим, что в иерархии именно межмуниципальные сетевые сообщества занимают верхнюю позицию, потому что именно эффект подготовки региональных программ, он связан с тем, что внутри региональной программы уже заложен потенциал муниципальных и школьных программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Конечно, очень важную роль играют управление образования, каждое муниципальное образование. И мы подготовили уже алгоритм взаимодействия с управлением образованием. Мы очень надеемся, что в каждом управлении образования будет назначен, либо, может быть, это будет такая рекомендация по ответственному лицу, который в дальнейшем будет таким нашим хорошим профессиональным партнером, который будет сопровождать школы, участники проекта. Ну и, конечно, самое важное, что мы в этом году отрабатываем со школами-лидерами именно такой принцип ухода от территориальности. И, например, школа-лидер, которая сегодня будет представлять свой опыт, она будет, демонстрируя свой потенциал, включать в свои проекты, свои мероприятия, в свои события именно те школы-участники, которые включены не только именно в этот сетевой образовательный кластер, но самое главное, что эти школы, они имеют этот профессиональный потенциал, что они
по признакам они готовы включаться именно в деятельность, в инновационный образовательный процесс, именно в такой научно-образовательный процесс именно школы-лидера. Поэтому школы-лидеры, они будут обучаться совместно с представителями Высшей школы экономики. У нас запланирована неделя коучинга. И вот эту идеологию коучинга, я думаю, что они смогут в этом году реализовать. Итак, партнеры оператора проекта, вы видите партнеров. И хочу сразу уже проанонсировать, что в начале июня у нас будут представители университета имени Сэма Хьюстона, которые готовы тоже провести такую неделю коучинга, неделю, которая будет связана с федеральной повесткой, представить программы развития школ, которые реализуются на уровне уже международного сообщества. Наши партнеры участвуют в таком проекте. Хочу сказать, что такие проекты разработаны на уровне международного сообщества, но там немножко другой принцип, принцип уже такой континентальный. Поэтому наш партнер, он участвует в таком проекте вместе с Китаем, вместе с Японией, и вот они хотят и нас тоже подключить к данному проекту международному, поэтому мы надеемся, что их концептуальные тренды будут нам очень полезны. Они будут также представлять нам концепцию STEM-образования, подготовки инженерных кадров, будет представлена концепция ранней профилизации, ранней профориентации, также будет представлена работа с молодыми педагогами. Сейчас программа формируется, поэтому очень надеемся, что вам, как участникам проекта, это будет профессионально важно, полезно, и вы встроитесь в программу нашего взаимодействия. Итак, основные этапы проекта. Уважаемые коллеги, первый этап уже завершен. Проведено исследование образовательных результатов и социальных условий работы школ нашей республики. На втором этапе, а именно с сегодняшнего дня, начинается погружение в проект, и в скором времени, вот где-то примерно через неделю, мы уже программу завершили готовить, стартует неделя коучинга для всех участников проекта, после которой мы начинаем вместе с вами адресно разрабатывать программы перевода школ в эффективный режим функционирования. И на основе уже выявленных профессиональных дефицитов, управленческих дефицитов разрабатываются адресные программы повышения квалификации участников проекта. Следующий этап, пятый этап, международный этап, мы его назвали так, точки роста, где будет представлен, еще раз говорю, международный опыт, но также будут привлечены представители Российской академии образования. И шестой этап – это начало реализации муниципальных и школьных программ перевода школ. Он начинается где-то у нас в сентябре. Поэтому до сентября, даже где-то до середины сентября мы с вами активно ведем работу по разработке муниципальных и школьных программ, по выявлению профессиональных дефицитов, по адресной работе с каждой школой, в том числе и со школами-лидерами. И далее мы уже с начала учебного года начинаем реализацию школьных программ, чтобы в дальнейшем уже проводить мониторинги, которые позволят нам осознавать, может быть, какие-то необходимые корректирующие действия, которые необходимо внести именно в программы. Очень надеемся, что в октябре и в ноябре мы готовы будем презентовать наш опыт на уровне уже Российской Федерации, но до этого мы проведем грантовый конкурс между межмуниципальными сообществами. Это денежный, такой финансовый конкурс, который позволит в дальнейшем данные финансовые средства использовать для поддержки межсетевого сообщества. Также очень важно, что в рамках данного проекта мы разработаем новую платформу методического сопровождения
всех наших образовательных кластеров. Вот мы уже завершили ее подготовку, мы ее назвали «Мобильный методист». Вот в течение нескольких дней мы ее завершим и будем готовы вам презентовать. Идея такая, что у каждого межмуниципального сообщества будет личный форумный кабинет, который позволит нам ежедневно, еженедельно быть в такой хорошей, активной, профессиональной форме, поддерживать друг друга. Итак, ближайшие мероприятия я вам демонстрирую. Коллеги, очень важно, что 19 апреля состоится для вас вебинар, который носит наименование «Профессиональное развитие педагогов в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях». Ведущим вебинара у нас будет Марина Ефимовна Вандорф-Сысоева, очень известный эксперт по работе со школами, которые готовы перейти в эффективный режим функционирования. И мы ждем вас на неделе коучинг. Она будет проходить в таком очно-дистанционном режиме, поэтому каждый из вас сможет принять в ней участие. У нас будут на этой неделе и вебинары, и семинары, и несколько очных встреч именно с коучами, консультантами по сопровождению школьных команд. Реализация проекта сопровождается, конечно же, на сайте нашего института, на портале «Открытое образование» и на онлайн-площадке сетевого взаимодействия участников проекта, о которой я уже говорила, которая будет вам представлена уже на следующей неделе. Уважаемые коллеги, мы начинаем вас погружать в проект. Мы только несколько таких концептуальных смысловых позиций озвучили сейчас. И я очень надеюсь, что самое важное для вас сегодня – это осознать значимость вашего участия в проекте, осознать, что очень важно, что вы готовы принять участие в проекте и подготовить платформу для перевода вашей образовательной организации в эффективный режим. Ну а школа «Лидер», школа, которая готова вести за собой, стать таким центром профессионального притяжения на основе своего опыта. Поэтому мы бы сейчас хотели вам представить результаты нашего исследования, чтобы вы понимали, каким образом мы провели идентификацию школ, каким образом были организованы межмуниципальные сообщества. Коллеги, если возникают вопросы, задавайте их в нашем чате. Мы будем открывать на онлайн-платформе контактную линию. Вы можете задать вопросы ежедневно, еженедельно. Самое главное, нам наладить с вами профессиональную коммуникацию. Поэтому, коллеги, всего вам доброго. Мы начинаем реализацию нашего проекта. А сейчас я слово передаю Марине Анатольевне Габовой. Я думаю, что с Мариной Анатольевной вы уже знакомы. Марина Анатольевна уже вела вместе с вами вебинар по подготовке школ к исследованию. Ну, а теперь мы представим результаты. Марина Анатольевна, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Расскажем о некоторых результатах исследования и о той идее, которая лежит в основе создания межмуниципальных сетевых сообществ. Приказом номер 185 Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми предусмотрен первый шаг реализации проекта – это проведение в школах Республики Коми анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы школ, идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Что влияет на образовательные результаты? Исследования доказывают, что это прежде всего уровень социального и экономического благополучия школы и социальный состав учащихся, те ресурсы, которые существуют в школе. Нашей задачей было выделить ту группу школ, которая работает в сложном социальном контексте.
В качестве инструментария исследования нами была взята анкета «Условия работы школы», которая была разработана на основе методических материалов, представленных Высшей школой экономики. Эта анкета позволяет нам выявить внешнюю и внутреннюю среду школы и особенности управления развитием школы. Также в качестве инструментария исследования выступает анализ статистик информационных материалов по результатам проведения оценочных процедур. Это ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, которые осуществлялись в 2017 году на территории Республики Коми. Эти материалы были представлены нами РИЦОКом. Так выглядела анкета. Многие из вас приняли участие в анкетировании. Мне бы хотелось поблагодарить все школы, которые приняли участие в нашем исследовании. 4 раздела включала в себя анкета. Это общая информация о школе, внешняя среда школы, внутренняя среда школы и управление развитием школы. В итоге в анкетировании приняли участие 248 школ из всех 20 муниципалитетов. 42% участников анкетирования – это городские школы, 58% – это сельские школы. 31% – это малокомплектные школы, 5% – гимназии, 3% – лицеи, 2,8% – это школы с углубленным изучением отдельных предметов. Также в исследовании приняли участие 29% школ, которые являются республиканскими муниципальными инновационными площадками, опорно-методическими площадками. Некоторые итоги исследования мне бы хотелось представить. Транспортная доступность до центра муниципального образования, то, что определяет внешнюю среду школы. Мы видим, что порядка 18% школ имеют сложности, поскольку расстояние далекое, транспортное сообщение недоступно. Инфраструктура связи на закрепленной территории 22,8% имеют сложности. Это школы, которым недоступны отдельные виды подключения к интернету, наземное спутниковое радио, и скорость доступа очень низкая. Криминальная обстановка на закрепленной территории за прошедший год нас радует. Мы видим, что большинство школ находится в достаточно спокойной обстановке, и только 1,2% школ находятся в напряженной обстановке. Момент поддержки школ местным сообществом вызывает у нас некоторую тревогу, поскольку 22,8% школ находятся в условиях неактивной поддержки местным сообществом, не имеет активных социальных партнеров. Внутренняя среда школы. Оснащенность школы компьютерной техникой для обучающихся достаточно неплохо выстроена во многих школах республики, но в 6,4% школ отсутствует вообще компьютерный класс для обучающихся, и в 9,6% школ нет возможности для учителей работать непосредственно на своем рабочем месте за компьютером. Также мы изучали возможность организации внеурочной деятельности обучающихся и наличие в школе кружков по различным направлениям. В большинстве школ имеются кружки по спортивному направлению, естественно-научному направлению, музыкальному направлению. В меньшей степени представлено техническое и театральное и литературное направление. Однако в 2,4% школ кружков вообще не имеется по указанным направлениям. Это тоже вызывает у нас определенные опасения, и эти школы, они у нас попали в зону риска, скажем так, в сегмент тех школ, которые будут участвовать в проекте. Также мы изучили наличие специалистов. Это психологическая служба, служба медиации, медицинский кабинет, социальный педагог, логопед, дефектолог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. Как мы видим, наибольшая потребность возникает в логопедах и педагогах-дефектологах, поскольку и они в меньшей степени представлены в штатах образовательных организаций. Изучая управление развитием школы, мы выясняли долю педагогических работников, имеющих квалификацию. Высшую квалификационную категорию имеют в большинстве школ педагоги более 20% и от 10 до 20%, но тем не менее в 48% школ этих педагогов менее 10%, что тоже вызывает определенные опасения. Также доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию,
в 18% школ до 10%. Это тоже школы, которые могут попасть в зону риска. Доля педагогических работников без категории в большинстве школ это менее 50%, но есть 31% школ, в которых 50 и более процентов педагогических работников не имеют категории. Возможно, это сказывается на образовательных результатах обучающихся. А также мы посмотрели долю молодых педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет. И здесь результаты нас в некоторой степени радуют, да, потому что в 19% школ таких педагогов более 10%, но мы наблюдаем, что в некоторых школах есть тенденция старения кадров. Да, всего до 10% молодых педагогов в коллективах этих школ. Участие педагогических работников в методических объединениях. Достаточно активно педагогические работники принимают участие и в работе республиканских методических объединений, муниципальных методических объединениях школьного уровня, но в 1,6% школ педагоги не принимают участие в работе методических объединений. Также важным моментом является участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. Мы видим, что во многих школах педагогические работники принимают участие в конкурсах и федерального, и республиканского, и муниципального уровня, и имеются победители этих конкурсов на любом уровне. Однако вызывает опасения тот факт, что в 12,4% школ педагоги в профессиональных конкурсах не участвуют. Еще один важный момент в управлении развитием школы – это повышение квалификации педагогов. Оказывается, в 20% школ менее 20% педагогов прошли обучение квалификации в 2017 году. Это тоже вызывает определенные опасения, и эти школы могут попасть в зону риска. Наличие органов ученического самоуправления в школе. В 12,8% школ таких органов самоуправления нет. По итогам анкетирования мы получили следующую сумму баллов. Да, максимально можно было набрать 42 балла, и это показатель высочайшей зоны риска. А школы, которые набрали более 18 баллов, они попали вот как раз в этот сегмент школ, имеющих сложные социальные условия, функционирующих в сложных социальных условиях. Каковы основные проблемы школ, которые работают в сложных социальных контекстах? В таких школах мы наблюдаем контингент детей преимущественно из семей с низким социально-экономическим статусом. Также в некоторых школах присутствуют дети из семей мигрантов, которые также вызывают определенные трудности, испытывают трудности. Отсутствует в некоторых семьях запрос на образование. Можем наблюдать безнадзорность детей. Во многих школах это недостаточность ресурса для обеспечения эффективного образовательного процесса. Это могут быть ресурсы кадровые, материально-технические, финансовые. Не во всех муниципалитетах разработаны механизмы поддержки школ, и мы наблюдаем, что не выстроено взаимодействие с социальным окружением школы. Данные о качестве образования. Мы можем получить данные об уровне подготовки обучающихся по результатам государственных итогов аттестации, по результатам всероссийских проверочных работ, результатам международных исследований качества образования. Эти результаты мы изучили. А вот эта группа результатов о персональных профессиональных дефицитах педагогов и о корпоративных профессиональных дефицитах педагогов – это работа наша дальнейшая перспектива. Совместно с вами мы эти дефициты будем выявлять. Анализ статистики информационных материалов по результатам проведения оценочных процедур позволил нам выявить группу школ с низкими образовательными результатами школьников. Основными причинами низких образовательных результатов могут являться слабая предметная подготовка учителей, слабая психолого-педагогическая подготовка учителей, слабая методическая подготовка учителей, недостаточный уровень компетенции управления школой, низкий уровень социального контекста школы, отсутствие системы сопровождения профессионального развития педагогов. Диагностика профессиональных дефицитов педагогов, как мы уже сказали, является нашей дальнейшей задачей. Мы с вами будем совместно выявлять предметную компетентность педагогов, методическую компетентность педагогов, психолого-педагогическую компетентность, коммуникативную компетентность.
И по итогам диагностики мы предложим для вас адресные программы повышения квалификации. Мы планируем в мае осуществить вот эту входную диагностику. В июне, июле, в августе у нас будет работать летняя дистанционная школа. В сентябре будет организовано очное обучение и итоговая диагностика. По результатам исследования у нас были определены школы, которые стали участниками проекта. В каждом муниципалитете из числа школ участников исследования мы отобрали те школы, которые получили наибольшее число баллов. Среди таких школ в некоторых муниципалитетах оказались и несколько начальных школ, школ детских садов. Мы, конечно, такие школы в участники проекта не включали, поскольку по отдельным вопросам они заведомо получали ложный такой критический балл. И по данным школам мы не могли объективно оценить образовательные результаты, поскольку ОГЭ и ЕГЭ в этих школах не проводятся. Далее в каждом муниципалитете мы отобрали школы с низкими образовательными результатами, которые были продемонстрированы в ходе государственной итоговой аттестации 2017 года. За основу были взяты результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. Выбирали те школы, в которых оказались баллы ниже средних по муниципалитету и в которых присутствовали ребята, которые вообще не смогли сдать экзамен по предмету. В спорных ситуациях мы рассматривали результаты ОГЭ и ВПР. Число школ участников проекта мы выбирали преимущественно тех школ, в которых обнаружились и сложные социальные условия по нашему анкетированию, и низкие образовательные результаты. Если таковых в муниципалитете мы не выявили, то выбирали преимущественно школы с низкими результатами. При прочих равных условиях в муниципалитете из числа участников анкетирования мы отобрали школы, которые имеют достаточно высокий потенциал, чтобы в последующем занять в своем муниципалитете позиции школы-лидера. Задачей проекта в 2018 году является не только помощь школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в сложных социальных условиях. А также важной задачей является выращивание лидеров. То есть в каждом муниципалитете будет уже свой лидер. Не только те 8 школ-лидеров, которые будут участниками проекта в этом году. Таким образом, от каждого муниципалитета были выбраны 1-2 школы. Это школы городские, школы сельские. А в число школ-лидеров вошли прежде всего те школы, которые являются республиканскими инновационными площадками, стажировочными площадками, опорно-методическими площадками по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов. И при этом преимущество мы отдавали тем школам, которые набрали минимальные баллы по исследованию социальных условий, и те школы, которые имеют высокие образовательные результаты. То есть именно они являются школами-лидерами в проекте 2018 года. Спасибо, Мария Анатольевна. Итак, уважаемые коллеги, нам очень важно было понять, что мы рассматривали результаты исследований не только на уровне каждого муниципального образования, а все-таки основанием для выделения школ-участников проекта и школ-лидеров у нас был республиканский уровень. У Марины Анатольевны подготовлен огромный массив информации. Она его обрабатывала на основе инструментария статистического. И здесь мы как раз видим, что вот именно такое сложение школ участников проекта на уровне межмуниципальном, оно как раз позволяет говорить, что мы работаем для того, чтобы повысить качество образования на уровне республики. И то есть, например, если есть такие школы, которые на уровне муниципалитета, они находятся на уровне школы, которая занимает такую лидирующую позицию, то когда мы сравниваем с другим муниципалитетом, который работает в таких же условиях, например, это городская школа, вроде бы один социальный контекст, но при сравнении с другим муниципалитетом мы видим, что ее рейтинг более низкий. Поэтому основанием для выбора школ был не муниципальный признак, а была представлена именно статистика, которая позволила нам выстроить рейтинг именно республиканский. Именно на основе тех показателей, о которых говорили. То есть школа имеет единые условия для развития, но в рамках этого муниципалитета, да, она занимает хорошую позицию, но на уровне республики, именно в кластере
со школами других муниципальных образований, она проигрывает. Поэтому то, о чем говорит Мария Анатольевна, но было очень важно еще увидеть эти школы, и наш проект, мы надеемся, позволит данным школам очень оперативно перейти в эффективный режим функционирования уже школы-лидера. Спасибо. И предоставляя слово в завершении нашего внутреннего семинара Светлане Васильевне, которая представит алгоритм взаимодействия участников проекта и ближайшие мероприятия проекта. Светлана Васильевна, вам слово. Да, спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Самое важное, что необходимо сегодня нам всем с вами в результате сегодняшнего мероприятия получить, да, это некие контактные карты и персональные, значит, схемы взаимодействия с нашим институтом, с муниципальными командами, со школами-лидерами и со школами-участниками. То есть все участники проекта должны быть хорошо осведомлены о том, как будет строиться взаимодействие. Коми Республиканский институт развития образования является основным координатором и оператором проекта, но при этом большое взаимодействие происходит и на уровне муниципалитетов, и на уровне школ, и, естественно, при нашей непосредственной поддержке. Поэтому, значит, относительно алгоритма, если вот пройти, значит, без ответственных лиц, да, может быть, я так расскажу тогда. Спасибо. Если очень коротко сказать, то те школьные команды, которые получились в результате исследования, мы их выбирали по принципу и тематическому, и частично территориальному, чтобы было удобно взаимодействовать, а чтобы довольно близко хотя бы находились территории. И также, значит, назначали специалистов, которые будут вас сопровождать, кроме, естественно, нашей команды, да, также эксперты будут назначены абсолютно каждой команде. Так вот, школьные команды таким образом представлены, что школьная команда 1, да, это школа номер 40 города Воркуты, и школы-участники тоже представлены на слайде. Ответственный за сопровождение команды будет назначен Альшанов Виталий Владимирович, сотрудник Института развития образования. Все ответственные – это сотрудники КРИРО, для того, чтобы наиболее эффективным образом мы могли осуществлять это взаимодействие. Спасибо. Вторая школьная команда. Школа-лидер – это 10-я школа Ухты. Школы-участники представлены на слайде. Ответственный за сопровождение Вячеслав Алексеевич Лешок, заведующий Центром образовательных информационных технологий. Третья школьная команда. Школа-лидер, гимназия номер 1 города Сыктывкара. Школы-участники представлены на слайде. Ответственный Ирина Дмитриевна Новикова, кандидат педагогических наук, методист Центра сопровождения, Центра, да, КРИРО. Школьная команда номер 4. Значит, Ижинская средняя общая образовательная школа. Школы-участники представлены на слайде. Ответственная за сопровождение Екатерина Михайловна Михайлова, методист Центра КРИРО. Школьная команда 5. Школа-лидер Старожевская средняя общая образовательная школа. Школы-участники представлены на слайде. Ответственный Анна Александровна Бизайна, вы ее знаете, сотрудничаете в рамках РМО. Школьная команда номер 6. Средняя общеобразовательная школа села Обьячево. Школы-участники представлены на слайде. Ответственный Татьяна Сергеевна Кальницкая, заведующий центром. Школьная команда номер 7. Выльгородская средняя общеобразовательная школа номер 1. Школы-участники представлены на слайде. Ответственный Эльвира Михайловна Демина. Школьная команда 8. Школа-лидер, это средняя общеобразовательная школа номер 4 города Усинска.
И ответственная здесь Анастасия Александровна Босс, руководитель регионального центра по работе с одаренными талантливыми детьми. Значит, уважаемые коллеги, самое главное, да, чтобы эта информация, конечно же, была в оперативном управлении. Мы направим, нами разработано, подготовлено инструктивно-методическое письмо, где все эти команды обозначены, где также будут контакты и нашего центра сопровождения проектов и программ. И, значит, каждого эксперта, который назначается в школьной команде, тоже будут рабочий телефон, электронная почта, все для оперативного взаимодействия. А также будет направлен детально проработанный алгоритм взаимодействия, изучив который у вас должна будет сложиться ясная картина и четкое понимание тех ближайших шагов и перспективных шагов, которые нам необходимо будет провести совместно для того, чтобы эффективно отработать в проекте. Это все мы вам направим сразу после завершения сегодняшнего вебинара. Кроме того, в этом инструктивно-методическом письме мы от вас запросим обратно, в качестве обратной связи, мы к тому же будем понимать, что письмо к вам пришло таким образом, да, мы просим от вас форму контактов и, значит, с назначением ответственных лиц, потому что первый шаг для любого участника проекта, для муниципального уровня, для школы лидера и для каждой школы участника, это необходимо будет назначить группу, значит, по работе с проектом, да, и, соответственно, руководителя проекта. Вот руководителя проекта мы хотели бы от вас получить в форме обратной связи. Это будет тот человек, с которым мы непосредственно будем связываться по всем текущим и стратегическим вопросам. Поэтому алгоритм мы вам направим. Также в этом инструктивно-методическом письме вы получите также календарный план этапов и мероприятий для участников проекта с указанием форм работы, где у нас очное подразумевается участие, где заочное подразумевается участие. И на основании вот этого календарного алгоритма этапов и мероприятий мы с вами будем выстраивать как раз-таки наше медийное взаимодействие в том числе. Да? То есть вы посмотрите на эти планы и впишите в свои программы, в том числе, которые вы будете разрабатывать, ваши ближайшие планы, да, и это как раз будут те события и мероприятия, которые мы будем широко освещать, в том числе в СМИ. Поэтому сразу после вебинара мы сделаем такую информационную рассылку для того, чтобы наше взаимодействие, начиная с первого дня сегодняшнего, когда мы огласили участников, уже становилось эффективным, чтобы вы адресно обращались, адресно звонили, всегда были уверены, что мы с вами, мы вас поддержим, мы идем в одной команде и делаем одно дело. В принципе, вот если коротко, то все. Спасибо, Светлана Васильевна. Я хочу дополнить, что действительно нам очень важно, чтобы мы сработали именно республиканской командой. Напоминаю вам, что проект федеральный, и те наработки, которые были у нас в прошлом году, они были оценены на уровне федерации, и мы надеемся, что этот этап проекта, он позволит нам еще отработать наши хорошие, лучшие, такие эффективные инструментарии поддержки школ. И главное, что мы не только поддерживаем школу, а мы ее переводим в эффективный режим функционирования для того, чтобы у нас как можно больше появилось школ, которые становятся школами-лидерами, которые работают с профессиональными дефицитами педагогов, работают на выстраивание именно системы качества внутри своей организации. Ну и, конечно, очень важно, чтобы мы в следующем году уже увидели то развитие инновационного потенциала наших образовательных организаций, который мы можем предъявлять на уровне различных федеральных конкурсов, федеральных грантов. Нам надо заявлять о себе. У нас очень есть мощный, мне кажется, такой хороший профессиональный заряд, поэтому чем больше будет школ, с которыми можно будет работать в рамках сетевого взаимодействия, тем, конечно, это будет важнее и лучше для нашей республики. Один из важнейших трендов федеральной повестки – это именно создание сетевых сообществ.
это использование различных электронных платформ, это постоянное выявление профессиональных дефицитов и оперативное решение проблем, связанных с педагогическим сообществом, которые выявлены именно в рамках таких диагностических инструментариев. Поэтому очень надеемся, что в этом году мы вместе с вами очень эффективно сработаем и получим достойный результат. Коллеги, спасибо, что вы согласились принять участие в проекте. И завершая, я бы хотела предоставить слово Радику Хамитовичу Турунбекову. Радик Хамитович наш давний партнер, мы с ним работаем в рамках нескольких проектов, и республиканского проекта поддержки молодых педагогов, и проекта, направленного на создание инновационной среды образовательных организаций, которые проводятся на уровне Российской Федерации. Радик Хамитович, вы готовы включиться с нами в профессиональный диалог? Радик Хамитович. Сейчас мы будем подключать Радика Хамитовича. Здравствуйте, это слышно? А? Да, мы вас видим, и вас видит республика. Вам слово, Радик Хамитович. Спасибо, Галина Владимировна. Спасибо за оказанную честь, за громкие приятные слова. Да, мы действительно с вами работаем очень тесно, вот, и я надеюсь, что мы продолжим также с вами вместе работать. Плюс ко всему, спасибо за оказанное доверие, за определение нас школой лидера, это очень приятно, это для нас огромная честь. Сегодня я присутствую на нашем вебинаре не один, позвольте я представлю моего коллегу, это Татьяна Сергеевна Козлова, это заместитель директора нашей школы. Именно Татьяна Сергеевна, она уже имеет определенный опыт работы как раз по взаимодействию с теми учреждениями, которые являлись школами, которые находятся в сложных социальных условиях, в которых выявлены и низкие качества образования. И Татьяна Сергеевна уже представляла свой опыт работы вот уже в рамках форума, который проходил в сентябре месяце. И вот если говорить о работе школы лидера в данном направлении, о котором сегодня говорили речь, вот мы готовы, конечно же, подключиться и готовы работать и делиться своим опытом. Насколько вы знаете, мы в феврале месяце проходили проверку, наша школа проходила проверку именно управления по надзору и качеству образования, в сфере образования. Мы прекрасно знаем не понаслышке, насколько это кропотливый, сложный, бессонный труд. Вот. И когда проходит это все без замечаний, это тоже очень приятно. Вот. И, конечно же, мы ориентированы на контакт. Мы привыкли работать в системе. Да? Вот вы сегодня неоднократно говорили о том, что мы единая система. Но и самое важное, когда эта система, это отлаженный коллектив не только в республике, да, но и в самом учреждении. Вот я могу с гордостью сказать, что в нашем учреждении такая система, такой слаженный уже коллектив, он действительно есть, и который работает. И вы неоднократно нас видели, не только меня, да, но и нашу команду различных наших виртуальных каких-то дистанционных семинарах. И если говорить о нашем учреждении, действительно мы на протяжении 7 лет мы делимся нашим опытом. На нашей площадке, в нашей школе проходят курсы повышения квалификации. И буквально вот недавно прошли курсы для педагогов дошкольного образования, где наши педагоги делились своим опытом, обучали и, скажем так, воспитателей с республики, с города, с нашего. И
мы открыты для всех и готовы работать вместе. Вместе с нами. Спасибо, Ради Хамитович. Татьяна Сергеевна, я думаю, что вы тоже какое-то напутствие нашим школам сейчас представите. Передаю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно, хочется сказать, что я рада продолжить участие в реализации данного проекта уже на уровне республики и в составе творческой группы «Школы лидера». Хочется сказать, что мы готовы идти на поиски и изучение проблемного поля тех приоритетных направлений деятельности в образовании, образовательной деятельности тех школ, которые являются теперь нашими сотрудниками. Конечно же, мы готовы рассматривать и искать новые механизмы, способы повышения качества образования, оказывать всевозможную поддержку в разработке, в коррекции нормативно-правовой базы. Мы готовы к продуктивному сотрудничеству. Спасибо вам огромное за доверие. Спасибо, коллеги, спасибо, Татьяна Сергеевна, спасибо, Ради Хамитович. Мы желаем вам профессиональных успехов, мы очень надеемся на вас. И, конечно, ваш опыт, а у вас уже есть опыт, который вы демонстрировали на уровне Российской Федерации, опыт поддержки школ, которые готовы перейти в эффективный режим, конечно, он очень важен. Поэтому самое главное для школы-лидера – это еще демонстрировать не только ваш опыт, но демонстрировать готовность помогать и другим. И это, конечно, очень важно. Поэтому спасибо за такую профессиональную готовность. Коллеги, спасибо большое. И мы сегодня завершаем, сейчас, наверное, мы завершаем сегодня, коллеги, наш первый вебинар, который мы вместе с вами провели. Мы вас начинаем погружать в профессиональную систему нашего проекта. Мы готовы раз в 2 недели выходить вот именно на такие онлайн небольшие по времени совещания для того, чтобы решать актуальные вопросы. Коллеги, Светлана Васильевна у нас является координатором проекта, поэтому если сегодня у вас еще не возникли вопросы, но они возникнут в течение этого дня, в течение следующей недели, я очень вас прошу направлять вопросы и информацию Светлане Васильевне. Коллеги, спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы подключитесь 19 апреля к вебинару, который будет проходить с участием нашего эксперта, известного на уровне Российской Федерации Марины Ефимовны. Она включилась в наш проект. Она является нашим непосредственным координатором именно по работе с профессиональными дефицитами и по подготовке системы тьюторского взаимодействия именно школ участников проекта. Поэтому мы очень просим в онлайн-режиме подключиться к вебинару «Профессиональное развитие педагога в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях». Коллеги, спасибо вам большое. Надеемся на плодотворное сотрудничество и, конечно, на результативность, успешность нашего проекта. Коллеги, большое спасибо. Мы завершаем сегодня работу с вами. Ждем следующих профессиональных встреч. Спасибо. До свидания. До свидания.